могу ли я быть тоже скаутом? И она говорит, да, если ты найдешь 10 человек для нашего вогнища. Это ты даешь. Ой, не ведаю, як ми це пережили. Ребята, как вот к вам попасть? Я хочу быть скаутом. Все, что нужно. Ладно, я сама придумаю все. Давай, пока. Еще блеск. Закончится. Тушь. Где моя тушь? Да, у нас там такие нашивки. Это уже совсем Попробуй. это уже для бывалых скаутов. Это вообще круто. Большой костюм. Потому что основной костер нам дает свет, а эти два для поддержания атмосферы больше. Девочки, когда все придут, соберитесь и рассядьтесь, хорошо? Ладно. Можем даже вам Как круто, круто, мне нравится. Это вообще круто, вот большой костер. Почему отец поддерживает второй костер? Мы там дуем. Дуйте, дуйте. А другие железку поддержите, я покрывать? Настя, помочь? Вот как мы хорошо. Что? Мне нужны веточки. Я пахнет. Ай. Как здоровье! Ой, как я ще по спине не постукала, лепей было. Ой, слухай, і так давно згадувала наш летник, ведаєш? О, ну это ты даешь. Ой, не ведаю, як ми це пережили. Ой, я тогда, наверное, не... дождь, слухай. А ты помнишь, как мы пионерку готовили под дождем? Пам'ятаю, я пам'ятаю, що я кому тент вішала, видиш, і намет ставила навіть. Ай, слухай, Ой, як это ти вообще... Ой, не ведаю, слухай, а як ви витримали їх ті дівчата, пам'ятаєш, що ті новенькі були. Ой, я не пам'ятаю, як у них копье называлось. Чекай. Там что-то с орехами было. Може, це з ледникового періоду така, пам'ятаєш мультик нашої молодості? Да. Як же, коли... Блин, это же это. Ваверка, ось так, ладно. Ваверка нам зараз і розкаже, як же це було. Покажем, как прошла наша первая сборка. Как принимаем. Смотри за этим. Сегодня в нашем копье появилась новая девочка. Меня зовут Агата. Садись. Побольше. Не побольше. Сейчас мы покажем тебе задание на форму. Как видишь, у нас форма есть, а у тебя ее нет. А теперь мы покажем скаутский салют. Скаут-раму, да. У тебя нет превращения. Нет. Конец. Вот так пришла наша сборка. На самом деле на месте Агаты была я. Я просто зараз
час сессии, как тут не перешкоджать можна. Так? І приречення моєї асистентки було вельми цікавим, і воно було на Євроджемі. Тому зараз, як я вчиться, для нас повіді пісеньку «Venite et videte». Venite et videte, opera Domini, venite et videte, abude umademitis. Venite et videte, opera Domini, venite et videte, abude umademitis. Ляжит шаша, поле рамонка в Евросе, песня души світло в очах, хай заспівають знані все. Venite et videte, opera Domini, venite et videte, abude umademitis. По Божьим шляхам до небес мы разобравши, мы нас святишь. Opera Domini, venite et videte, abude umademitis. Ну что, скаутки, выучили немножко? Молодцы. Спасибо большое. Ну и сейчас, как сказала Аня, тема нашего вогниша — это мое приручение. И это было такое, как вступление к моему рассказу про мое приручение, как оно у меня произошло и вообще, как я пришла в скаутинг. Я думаю, что, надеюсь на то, что вам будет интересно это послушать. Это произошло 4 года назад. Я тогда не знала, кто такие скауты, я не знала то, что вообще у нас такое существует на Беларуси. И один раз, когда я пришла в Буцлов, я увидела людей в форме. Я увидела то, как они носят зонтики к синзам, помогают вообще людям, и увидела их месторасположение, где стояла та зеленая палатка, и было как раз шахтование. Я наблюдала за этим со стороны и узнала, что мои борисовские друзья, они тоже скауты. Я говорю им: ребята, как к вам попасть? Я хочу быть скаутом. То есть они меня поразили уже с того момента, как только я их увидела. И они говорят то, что они не знали, как это сделать в Минске, но в Борисове у них было достаточно их много. Вот. И у меня есть одна такая подруга, ее зовут Люда, и она была тогда, и сейчас тоже, она скаутка. Скаут, она молодая проводница. Вот. И я к ней подхожу и говорю: Люда, я знаю, что ты скаут. Могу ли я быть тоже скаутом? И она говорит: да, если ты найдешь 10 человек для нашего вогнища. А тогда я была одна, которая прям сильно-сильно хотела в скауты. И я нашла 10 человек, которые тоже захотели вместе со мной быть скаутами, потому что я не могла остановиться на том, что я просто хочу и все, я должна была добиться этой цели. Мы создали вогнище, и потом мы поехали во Францию на Евроджем. Евроджем — это такое мероприятие, куда приезжают все скауты Европы. Нас там было очень много. Погода была похлеще, чем здесь, потому что там один день были проливные дожди, а другой день светило солнце. Но за этот день ничего не успевало высыхать. И в один прекрасный момент я учила скаутское право, я готовилась к своему приручению. И в один день утром, я когда проснулась, мой шеф говорит мне то, что: Полина, ты сегодня складаешь приручение, ты готова? На что я тогда, во время Евроджема, я хотела сказать, что нет,
я не готова. Мне надо еще немножко, побыть в этой атмосфере. Но потом, на протяжении дня, Бог давал мне такие знаки, то, что нет, Полина, ты готова. Потому что отец во время имши, он тогда говорил такое указание, то, что не бойтесь идти навстречу чему-то новому, достигайте чего-то нового, стремитесь к чему-то новому. И вот это меня подтолкнуло, и я в голове у себя сказала то, что, Полина, тебе нужно в жизни что-то новое. И я на Евроджеме склала свое пророчение. Чему я очень рада, потому что, несмотря на все трудности, которые меня постигли в скаутской жизни, они меня только подбадривали, и они меня только подталкивали к тому, чтобы не уходить и не сдаваться, и никогда не говорить таких слов, то, что я ухожу из скаутинга. Иногда, конечно, были такие моменты, но все равно сразу после этого находился либо человек, либо какие-то обстоятельства, которые меня заставляли сказать то, что нет, Полина, ты тогда была не права, и ты из скаутинга не можешь уйти, потому что ты склала пророчение, и ты обещала. Хвала пану. Хвала Слухай, я її тут шукаю, вона тут ходить. Іди давай. А поки що коп'є. Коп'є Сойка покаже на свій сцену. Все, пойдем. Тетерки. Алло, Илона? Алло. Ну, летник будет 28 июля под Ивенцом. В 9 часов встречаемся возле каплички. А ехать обязательно? Да. Ну ладно, хорошо. Давай. Пока. Пока. Алло, Милана? Алло, Летник 28 июля в 9 часов встречаемся у каплички под Ивенцом. Ну, капличка у нас не под Ивенцом. отлично, около каплички. В 9, может быть, я приду раньше? Не надо. Ну, я помогу что-нибудь. Не надо. Ну, я все равно приду раньше. Хорошо, пока. Хорошо, все, пока. Бедный. Надо собираться. Так, скорее собираться. Так, еще у меня есть неделя, нужно успеть все собрать. Что мне взять? Алло, Маша? Алло? А что нужно брать? Резиновые сапоги обязательно, у нас будет целую неделю лить дождь. Крем. Хорошо, что еще? Все, что нужно. А, ладно, я сама придумаю. Все, давай, пока. Еще блеск. Вдруг закончится. Тушь. Где моя тушь? Расческа. Ладно. Вот. Так, скорее. Так, каремат, потому что мы можем промокнуть, когда будем спать. Так, хорошо. Так, резиновые сапоги. Так, одна пара, и Илона не возьмет, это точно, поэтому нужно взять 2. Так, вторая пара, хорошо. Так, беретка, нужно не забыть беретку. У Илоны беретки нет, возьму 2. Так, вот вторая беретка, отлично. Не зря купила. Так, костюмы для Вовница. Все. Так, хорошо. Нужно не забыть воду, точно. Так, и может начаться дождь, сказала Маша, и поэтому нужно взять сухие дрова. Так, отлично, упаковывайся. Так, ну я в принципе готова. 9. Ну сколько там 9? Неделю спустя. 8:55, ну я выхожу, короче. Вот, ну я пришла. О, Миланка, привет. Они собрались. Допустим, ты собралась по-другому. Так, 7:00, я уже готова. Что же поделать? 85. Так, может уже, наверное, пора выходить. Пора. Так. Так, 8:55, ну я, наверное, выйду, пока дойду. Так, 9 отлично. утра. Я уже готова. Что бы тут сделать? Может, прибрать около каплички? Миланка, мы это все заснимаем, Так, отлично. чтобы все О, припомнить. Милана, привет. О, привет! Наконец-то ты пришла, я тебя уже заждалась. Ага.
тебя. Ты взяла резиновые сапоги? Я взяла 2 пары. А где твоя форма? В чем ты? Это не форма, почему она такая мятая и грязная? Так, я типа скаутка, типа там все это делаю, типа грязно. Ну ладно, ну поехали. Там А беретка моя где? А я тебе купила новую, твоя там сожглась, ты забыла. На поготове. О, на поготове. Ну что, поехали в Венец? Поехали. Вы готовы? Да, конечно. Ну такое. Готовы. Поехали. Декорации не разнесите. Ох уж этот трактор. Вечно мы на нем ездим. Ой, наконец-то мы в Венце. Тут и Венецкая земля, елочки, лес. Интересно, здесь связь ловит. И лодочка, нам же нельзя. Это фонарик. Спокойненько, ладно, спокойненько. Что мне мешает? Дайте я костер. Надо строить пионерку. Пионерку, точно. Так, 4-этажную. Да. Хорошо. Связовая, мы идем. Джакузи для тебя что? Джакузи, да. Джакузи, что тебе еще нужно? На каком этаже ты будешь спать? Вы сделать лестницу? А ковры тебе нужны? Что тебе еще нужно? ковры. Я тебе все построю. Так, я тебе сделала стул. Вот они посидят, отдохни. Я всё построю. Я сяду сама. Так, нужно строить. Маша? Оладка, а не блин. Что не то? Причем тут это? Короче. День спустя. Так, мы уже все построили. Отлично. Мне же говорили, что я могу сдать на приручение. Надо идти к Грозовой. Приручение. Листик, листик. Возьми его сначала, да? Хорошо. Звездовая, Чебрака Звездовая. Я могу дать на приручение задание? Да, конечно. А можно еще мне листик для Илоны? Спасибо большое. Да, а для Илоны. Да, хорошо. Илоночка, смотри. Я нашла нам 2 листика задания на приручение. Это тебе, а это мне. Ты не порви, не по мне. Перепишешь. Ай, так, что тут у нас? Я с такого не приму. Ой, сколько много заданий. Наконец-то я смогу насладиться выполнением заданий. Так, сколько листиков? Ну что, нужно начинать. Так, садимся. О, травишка. Один, день тут мокро. Так, хорошо, пишем. Вот им. Так, хорошо. Может тебе помочь сделать задание? Нет. Почему нет? Ты что, не хочешь задать на Помоги. приручение? Хочу. Так, хорошо. Ну что-то ты не понимаешь. Давай вместе с тобой разберем. Ну, Я же не давай. могу тебя списать. Давай разберемся, разберем. Разберем, давай. Давай разбирать. Вот, читай, читай. Ну читай вот это. 5 видов древ. А, ты ведаешь 5 видов древ? Конечно. Хорошо, давай следующее. Да потом разберемся. Ай, на, возьми свою бумажку и не потеряй, положи аккуратненько в карман. Спали. День спустя. 5 дней. 5 дней спустя. День спустя. Ой, скоро летник закончится, ура! Блин, скоро летник заканчивается. Как же мне это все разобрать? Да? Но зато у меня почти готовы все задания на приручение. Ни одного задания вообще не Ага, хорошо, отлично. Ну ладно. Приеду домой, это делаю. Приехали домой. Так. О, наконец-то я дома. Отлично, разбираем. Еле дохлюпала. Отлично, осталось одно задание. Наконец-то, и у меня может быть судгонор. Это же приручение, это шаг в новую жизнь. Новая жизнь. Крем закончился. Новая жизнь. А тушь? Алло, Сяброка Копьевая? Алло, привет, на поготове. На поготовим. А может быть у меня суд гонору? Ну, может. А когда он может быть? Может быть мне спросить у Сяброки Звязовой? Позвони. Хорошо, на поготове. Поготове. Сяброка Звязовая? Алло. Палах расту. Вона є. А коли у меня может быть суд Я гонору? тільки зараз. О, Леш, вы там, а я здесь. Про скайп. Приїжджаю в Сіробранку. А, ну то добре. Аксьонс.
А с Сензом я домовлюсь, да, отец? Конечно. А, хорошо. Хвала Христу. Хвала навеки. Ксьонз Владимир, хвала Христу. Хвала навеки. Я розмовляла з Сябровкою Слязовою, і вона сказала, що з вами домовиться Я ничего на конт моєго судогонору. Ну то чудовно. Коли ви можете? Як тільки, так зараз. Але я ж не там, а я тут. Ми домовимося з Сябровкою Зв'язовою. А, ну то Якщо добре. ксяндза проба, що запросимо. А може бути коля каплиці післязавтра? Сябровка Зв'язова, алло? конференцуюсь, отец. Як на конт післязавтра, коли капліці? Ну, може бути. Тільки почекайте, погляжу, я працюю. Я, ну, може бути. Тільки ведеться у 4 раниці, бо я з 6 до 8 працюю. Коли ласка, Ксьонз Владимир, я готова. Прочнеться в 4 раніці. А я ж не сплю в этой годині. Я завсюди на молитві триваю. Домовилися. О, чудовно, чудовно. Позвони Илоне, можно я нахуй что-то зробила. Пойду скажу, а то она все равно не поднимет трубку. Ладно? Да, это я открыла мне дверь, ты подошла, да неужели? Ну ладно. Ладно. Что ж, шнурок развязан. Хорошо. Значит так. Фото. Сфоткаемся! А, да, фотография. После превращения. Ладно, смотри, нужно вот так. Помнишь, я тебе помогала делать задание? А, Ты да. положила еще крестик на беретке. Помнишь? Смотри, теперь ты можешь пальчик забить. Нет, не так. Большой держит маленький. Вот так. И замри, хорошо? Ну. Нас фотографируют. Да. Улыбайся. Ну ладно. Готово? И теперь еще одну. Все. Так и пройдет наш летник. Наконец-то ответ. Як я вже казала, приречені в усіх у нас були по-розному. Може хтось згадає свій летник на зараз. Я попрошу, напевно, сюди вийти Лену Пашкевич, Коп'єву і Коп'ява вчиться. І так само розповісти, як це було, Лен. Ти це пам'ятаєш, добре? Это было в августе 2 года назад на нашем первом летнике. В тот день Внутрь кинь. В тот день у нас уезжала одна девочка обратно в Минск. И так получилось, что она забрала мою беретку. Ну а без беретки как-то все было вообще плохо. У нас там был один шеф, ее звали Наталка. Ну, она отдала мне свою беретку, мы только прикрепили мой крыжик, ну и посвятили. Со мной в тот день еще сдавала прошение Саша. Ну, Саши сейчас нет. В тот день я пела псаль. И когда я пела, там Ипшу проводил отец Ех с венца. И так получилось, что Трыша там прямо ко мне в ноги полезла. Там просто сидела возле меня, когда я пела. Очень интересно было. Ну, в принципе, я вроде больше ничего не помню. Это все. Я вообще волчицу не видела, если честно. Может, они там в кустах сидят, здесь будут смотреть. Не, напевно, не зирають. Ну. Может, на платформу свою розкажете? Может, Розкажете? ну. Расскажете? Добре, давайте. Не пугайте меня, пожалуйста. День первый.
нас новенькая. Новенького! Так это отлично. Давай, подожди, стой. Нужно так подготовить. А, точно. Сейчас сразу там видно все, да? Вот как. Мой крестик видно, да? Так, не свалился. Просто лишнее на Яне. Понимаешь, с тобой еще ремень нужно. Подожди. Все, можешь идти. Здрасте. Привет. Ничего себе у вас, это что такое? Ну, это у нас там такие нашивки. Ну, это уже совсем... Типа профи. Ну, это уже для бывалых скаутов, там. Это годы тренировок. Что-то. Ну, минимум там 3-4 года. Ну, ты еще новенькая. Ну, давай тебе сначала дадим задание на форму. Так, вот. Так. Ты давай. Ты уверена, что ей лучше давать задание из пионерки? Можно еще вот это добавить. Стой, бери это еще обязательно. Стой, вот это возьми. Посложнее давай. Форме, давай костер с одной спички. Так, вот это. И ладно, вот. Ну, давай возьми. Ну, это твои задания. День второй. Так, Даже руки не запачкали. Отстой. День третий. Так, ну, мы сейчас тебе дадим задание, там... Так, ну, нужно сначала... Вначале костер ты нам разожжешь. Так, посушишь все наши вещи, разложишь спальню, палатки поставишь, так, спальники застелишь аккуратненько, тщательно. И скоро мы тебя еще научим там узлы вязать. Ну, иди с бока. Несколько часов спустя. Господи, да она необучаемая! Яна, вы же смогли это сделать сразу с первым. Дай. Прошу тебя, неплохо. Это же сценка, мы можем говорить все что угодно. Немного часов ранее. Так, ну подержи там. Ну, мы тебя научим просто вязать узлы. Смотри, элементарнейший узел, который нужно привязать там бревна к бревну, там к дереву. Смотри, ты вяжешь сначала вправо, влево, вверх, вниз, восьмерка, потом нужно пройти через петельку и завязать узелок. Давай, ну повтори. Подожди, не так. Нужно вверх, вниз, петелька, восьмерка, потом нужно продеть и сильно затянуть. Я же теперь такая, как вы, да? Я могу сделать все, что угодно, что вы делаете? Ну, почти. Ну, знаешь, все-таки это годы тренировок там. Это тебе там задание, да? Костры с одной нитью. Нужно очень много стараться. Вот, подожди, ты еще там забыла что-то. Нет? Ну вот, ну понимаешь, да, но все-таки ты новичок еще. И вот еще. Ну вот, да, вот там еще там задание. Может быть, только после этого ты там дойдешь до средненького уровня или что-то где-то типа того. как-то так, да. Ну, может быть, еще с дотяжкой. Ага. Спустя, Несколько лет спустя. блин, ты могла поверить, что она вообще стоит комиссаром. О, кошмар какой. На изи, даже не вспотела. Все. Молодец. Ти ведаєш, що наша секера на суді Хто ведає, хто сказати може. Там типа руки. Правда? А
А ведаешь, что значит свечка? Ой. Нет. Кто ведает, что значит свечка? Добре. Подивіться. А що значить наш стяг? Може, хто ведає? Я веду. Ну добре, Янка, скажи. Итак, разделить, начнем с фона. Разделение черного и белого. Белого на Янка, один. дякую. Добре. Ось не ведаю, Полінка, не ведаю. Готова на чи ні? Як ти думаєш? Ну, знаешь, что хочу сказать. Не включай эстонца. Да, конечно, готовы. Наши девочки всегда ко всему готовы, ведь они на поготове. Дівчата на поготові? Готові! Не слышно? На